то время насмехались над Иисусом вместе с народом и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Drahí bratia kňazi, Дорогие братья в священстве, milí mladí, дорогие молодые, milí bratia a sestry, дорогие братья и сестры, máme sviatok Krista Kráľa. сегодня праздник Христа Царя. A v Evaníliu sme počuli taký krásny príbeh o tom, ako Ježiš ukazuje to svoje kráľovstvo. И в Евангелии мы услышали очень красивую историю о том, как Иисус показывает свое царство. Lebo naozaj on je kráľom neba i zeme. Потому что Он действительно царь неба и земли. A je veľmi dôležité, aby sme toto mali v sebe. И это очень важно, чтобы мы это поняли. On je kráľ. Он царь. Jemu je daná všetká moc na nebi i na zemi. Ему дана вся сила на небе и на земле. A on je pre nás veľmi blízko. И Он очень близок к нам. A keď bol na kríži, Когда Он был на кресте, on nebol len ten, ktorý mal rozpäté ruky, Он не был только тот, у кого были распяты руки, ale svojou smrťou objal celý svet, но Он своей смертью обнял весь мир, aby nám dal život. чтобы дать нам жизнь. A veľmi sa mi páči tá situácia, keď Ježiš bol pribitý na tom kríži И мне нравится эта ситуация, когда Иисус был распят на кресте, a vedľa neho boli tí zločinci. и возле Него справа и слева были эти разбойники. Nemali pred sebou už veľa času. У них не было много времени. Vedeli, že o chvíľku zomrú Они všetci. знали, что через время они все умрут. Jeden sa rúhal Один злился, ругался, a druhý vyslovil jednu jedinú prosbu. а другой сказал одну просьбу. Ježiš, spomeň si na mňa. Господи, вспомни обо мне. A to bolo niečo kľúčové. И это было что-то ключевое. Ježiš toto počul. Иисус это услышал. Čo urobil? Čo urobil? Что сделал этот разбойник? Nie, Ježiš, Что сделал Иисус? on mu povedal, Он ему сказал: dnes budeš so mnou v raji. сегодня же будешь со мной в раю. Čo by mohlo byť krajšie počuť? Что можно услышать лучше? Nechceli by ste to aj vy počuť raz? Не хотели бы вы однажды такое услышать? Budeš so mnou v raji. Будешь со мной в раю Celú večnosť. всю вечность. My vieme, že nežijeme po hranicu cintorína. Мы знаем, что мы не живем только до границы кладбища. My žijeme poza cintorín. Наша жизнь за кладбищем. Tam iba naše telo dajú. Там только наше тело. No my sme povolaní pre večnosť. Но мы призваны к вечности. A ja by som veľmi chcel, aby som raz počul to Ježišové, že budeš so mnou v raji. И я бы очень хотела однажды услышать от Иисуса: будешь со мной в раю. A ja verím, že On je tá cesta pre nás. И я знаю, что Он этот путь для нас. A ja som presvedčený, že my to už vieme. И я уверен, что мы это знаем. Že vieme, že Ježiš je ten, ktorý je tá cesta, ktorá nás povedie do večnosti. Знаем, что Иисус — это тот путь, который приведет нас к вечности. Ale viete, mne sa to zdá niekedy také veľmi krátkozraké. Veľmi také egoistické. А иногда мне кажется это таким эгоистичным. Ja si môžem spokojne žiť a vedieť, že ja poznám tú cestu, ja viem, že Ježiš za mňa zomrel, ja viem, že prídem do neba. Я могу жить спокойно, потому что я знаю эту дорогу, знаю Иисуса и знаю, что я приду на небо. A čo ľudia okolo mňa? Но что люди вокруг меня? Čo vaši susedia? Как насчет ваших соседей? Ako ľudia z našej rodiny?
люди из нашей семьи, как люди из нашей семьи. Ako ostatní, ktorí nepoznajú túto cestu. А как же остальные, которые не знают этого пути? A ja verím, že my sme pozvaní k ním, И я верю, что мы призваны к ним, aby sme im ukazovali tú cestu. чтобы мы показывали им этот путь. A to je niečo, čo je pozvaním od Ježiša pre nás. И это приглашение от Иисуса для нас, Aby sme boli svetlom sveta. чтобы мы были светом миру, Aby sme boli soľou tohto sveta. чтобы мы были солью для земли. A teraz mi povedzte, jak chutíme v tomto svete? И сейчас скажите мне, какой вкус у нас в этом мире? Cítia nás ľudia okolo nás? Чувствуют ли нас люди вокруг? Cítia tú nádej, ktorú my máme v sebe? Чувствуют ли они эту надежду, которая есть в нас? My máme nádej, že budeme počuť, že aj ty budeš so mnou v raji. У нас есть надежда, что мы услышим, и ты будешь со мной в раю. Aká je nádej tých ostatných ľudí? А какова надежда остальных людей? В чем надежда остальных? A ja sa pýtam, že čo s tým môžeme urobiť? И я спрашиваю себя, что я могу с этим сделать? Čo vy môžete s tým urobiť? Что вы можете с этим сделать? A jedna základná vec, ktorá mi napadá, И одна основная вещь, которая мне приходит, je to, že sa môžeme modliť. это то, что мы можем молиться. Jedna modlitba Одна молитва toho odsúdeného этого осужденного разбойника zmenila celú jeho večnosť. изменила всю его вечность. Ježiš to počul. Иисус услышал его. Myslíte, že nás Ježiš počuje? Вы думаете ли вы, что Иисус слышит нас? Dnes ráno, keď ste s ním hovorili, počul vás? А утром, когда вы говорили с Ним, Он вас слышал? Aká bola dnešná naša modlitba? А какова была наша сегодняшняя молитва? Aké sú naše modlitby? Какие наши молитвы? Ja verím, že modlitba má moc meniť tento svet. Я верю, что у молитвы есть сила изменять этот мир. V prvom rade nás В первую очередь нас, a potom ostatných ľudí. а потом и остальных людей. Keď sa modlím, Когда мы молимся, ja sa otváram preto, aby z Ježiša, z neba, prišla milosť do môjho vnútra. когда я молюсь, я открываюсь на то, чтобы милость от Иисуса пришла в мое сердце. A ja som potom premenený. И это меня изменяет. My dnes príjmame Ježiša v Božom slove, v Eucharistii. Мы сегодня принимаем Иисуса в Божьем Слове, в Евхаристии. Jak nás to premieňa? Как нас это изменяет? Dvíha nás to do toho, aby sme boli naozaj jeho rukami a nohami v tomto svete? Это продвигает нас в том, чтобы мы были действительно Его руками и ногами в этом мире. A ja viem, že sa cítime slabí, И я знаю, что мы чувствуем себя слабыми. ale nemáme pri tom skončiť. Но мы не должны остаться в этом. Ak sa modlíme, Когда мы молимся, vstupujeme do toho vzťahu s Bohom, когда мы входим в отношения с Богом, náš život sa premieňa. наша жизнь изменяется. A ja môžem potom odzrkadlovať Ježiša na tejto И zemi. я потом могу отражать Иисуса на этой земле. Akého Ježiša my odrážame? А какого Иисуса мы отражаем? Môžu ľudia v nás vidieť Ježiša? Могут ли люди в нас видеть Иисуса? Prinášame im nádej, pokoj a radosť? Мы приносим им в их жизнь радость, надежду и мир. Ak nám toto nefunguje, Если у нас это так не работает, to znamená, že nám nefunguje modlitba. это значит, что у нас не работает молитва. A nechcem nás hádzať do jedného vreca, že sa zle modlíme, Я не хочу нас всех в одну кучу сбросить и сказать, что мы плохо молимся, ale viem, že sa môžeme modliť lepšie. но я знаю, что мы можем молиться лучше. Chodiť sme sa naučili tak, že sme chodili. Ходить мы научились так, что начали ходить. Modliť sa naučíme tak, že sa budeme modliť. Молиться мы научимся так, если будем молиться. A nejde o Oče náš zdravá sláva za minútu, a dám si fajku, že som sa pomodlil. Речь не идет о том, что мы научимся молиться «Отче наш», «Радуйся, Мария», «Слава Отцу и Сыну» и поставим галочку, что все готово. My potrebujeme do toho vstúpiť so vzťahom a s vierou. Нам нужно войти в это с отношениями и с верой. Ten odsúdený jednou vetou si otvoril nebo. Осужденный одним предложением открыл для себя небо. Predstavte si, že koľko našich vied, ktoré povieme s vierou, môže otvoriť nebo pre koľkých ľudí. Представьте, сколько наших предложений, которые мы скажем с верой, могут открыть небо для других людей. My sme pozvaní modliť sa. Мы приглашены молиться. My sme pozvaní prinášať lásku. Мы приглашены приносить любовь. Ale bez modlitby to nevieme Но urobiť. без молитвы мы не можем этого сделать. A tu nastáva ten zápas. Tu nastáva ten boj. И здесь начинается эта битва. My dnes hovoríme o tom, že Ježiš je kráľ. Мы сегодня говорим о том, что Иисус царь.
To znamená, že on má svoje kráľovstvo. Это значит, что у него есть свое царство. On prišiel na túto zem, aby ukázal a priniesol svoje Он kráľovstvo. пришел на эту землю, чтобы показать и принести свое царство. A my vieme z Biblie, И мы знаем из Библии, že Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, что царство Бога — это не еда и питье, ale Božie kráľovstvo je spravodlivosť, pokoj a radosť. но Божье царство — это справедливость, мир и радость. Koľko pokoja tu je? Сколько мира здесь есть? Koľko radosti máme? Сколько радости есть в нашей жизни? Koľko spravodlivosti je vo svete? Сколько справедливости в мире? Cítite, že ako keby to kráľovstvo toho, ktorý nie je Boh, tu bolo silnejšie? А вы чувствуете, что как будто бы царство того, кто не является Богом, здесь ощущается сильнее? My to môžeme tak prežívať, Мы можем это так ale переживать. nie je to pravda. Но это неправда. Lebo Ježiš je ten, ktorému je daná všetká moc na nebi i na zemi. Потому что Иисус тот, кому дана вся сила на небе и на земле. A on čaká, kedy my skrze naše životy, skrze naše srdcia budeme uvoľňovať túto moc. И Он ждет, когда мы через наши сердца, через наши жизни будем высвобождать Его силу. A modlitba je presne to, že nebo prichádza cez naše životy na túto zem А молитва — это именно то, что Царство Бога через нас приходит на эту землю a pretláča to kráľovstvo neprávosti a zloby. и отталкивает это царство зла A и toto je naše несправедливости. povolanie. Это наше призвание. A nie je to jednoduché, И это не просто, pretože ten nepriateľ Božieho kráľovstva потому что враг Царства Бога chce zabrániť tomu, aby sa tu šírilo Božie kráľovstvo. хочет попрепятствовать тому, чтобы расширялось Божье Царство. To, čo on chce urobiť, То, что Он хочет сделать, je prestrihnúť ten náš vzťah s Bohom. Он хочет отстричь нас от отношений с Богом, Aby to, čo môže prúdiť cez nás na tento svet, bolo zastavené. чтобы то, что может изливаться через нас в этот мир, было остановлено. V katechizme katolíckej cirkvi В катехизисе католической церкви je taký bod 2725. есть такой пункт 2.722, так? 5. 725. A tam sa píše, И там пишется, modlitba je dar milosti молитва — это дар милости, дар благодати. a odpoveď z našej strany. И ответ с нашей стороны. A vždy predpokladá úsilie. И всегда требует усилия. A my môžeme ukázať to úsilie. И мы можем показать это усилие. Modlitba je boj. Молитва — это битва. To nie je prechádzka ružovou záhradou. Это не прогулка прекрасным садом. Ale my máme za čo bojovať. Но у нас есть за что бороться. Tu nejde o tento svet, len o tento svet. Речь не идет только об этом мире. Tu ide o večnosť, Речь идет о вечности, o celú večnosť. о целой A вечности. nielen našu, Не только нашей, ale všetkých ostatných но и ľudí. всех остальных людей. Modlitba je boj. A teraz sa môžeme pýtať, že proti komu? Молитва — это битва. И сейчас у нас может возникнуть вопрос, против кого? A v katechizme je odpoveď. А в катехизисе есть ответ. Proti nám samým Против самих себя a proti úkladom pokušiteľa, и против искушений искушителя, ktorý robí všetko preto, который делает все для того, aby odvrátil človeka od modlitby. чтобы отвернуть человека от молитвы. Jak sa mu to darí? Как у него это получается? Jaká je naša modlitba? Как выглядит наша молитва? Naša modlitba premieňa túto zem. Наша молитва изменяет этот мир, эту землю. Na Slovensku toho roku máme takú aktivitu, В Словакии в этом году у нас есть такое мероприятие, že celý rok sa modlíme za Slovensko. что в tечение всего года мы молимся за Словакию. Každú polhodinu sa niekto modlí. Каждые полчаса кто-то молится. Aj teraz. И сейчас. Modlí sa za Slovensko. Молится за Словакию. A ja môžem vidieť, že sa dejú veci v našej И krajine. я могу видеть, что происходят какие-то вещи в нашей стране. Minulý týždeň На прошлой неделе my sme mali také stretnutie v Bratislave, у нас была встреча в столице, в Братиславе, kde prišli biskupy куда приехали епископы z katolíckej cirkvi, с католической церкви, z protestantských cirkví, с протестантских церквей, zastupcovia pravoslávnych, также представители православных, židov, евреев. prezident tam bol. Там был президент, A my sme prosili Boha и мы o просили Бога odpustenie о прощении za to, kde sme zlyhali. за те моменты, где мы ошиблись,
kde sme ako cirkev zlyhali, где мы как церковь облажались, kde sme neboli svetlom sveta. где мы не были светом для этого мира. A ja verím, že Boh nám to odpustil И я верю, что Бог нас простил, ako cirkvi. как церкви. A to uzdravuje Slovensko. И это исцеляет Словакию. A 2 dní potom Через 2 дня после этого jeden môj priateľ один мой друг napísal také svoje svedectvo. написал свое свидетельство. Chcem ho prečítať. Я хочу вам его прочитать. Ľudia, niečo sa nad Slovenskom naozaj uvoľnilo. Люди, что-то над Словакией действительно высвободилось. Mám pocit, že aj zázraky a uzdravenie v mene Ježiš budú ľahšie. У меня такое чувство, что чудеса и исцеления в имени Иисуса будут проходить легче. V našom spoločenstve В нашей общине máme jeden manželský pár, у нас есть одна супружеская пара, ktorý má dcéru Esterku. у которых есть дочь Эсфирь. A ona má tupozrakosť, ona zle vidí, na jednom oku má 3 dioptrie a na druhom 8. Она плохо видит, на одном глазе у нее 3, не знаю, как это переложить, перевести, но просто плохо видит и на правый, и на левый глаз. Hrozilo, že oslepne úplne. Была угроза того, что она полностью ослепнет. Presťahovali sa kvôli špecialistom na iné miesto na Slovensku. Они переехали в другой город Словакии ради специалиста, который мог бы помочь. A dúfali, že tomu dievčatku pomôže. И они надеялись, что он поможет этой девочке. A oni potom, rodičia aj s tou Esterkou, boli na seminári Otcovo srdce. Родители и их дочь Эсфирь были на семинаре «Сердце Отца», keď sa za ňu modlili, когда за нее молились. a to dievčatko odchádzalo z modlitby, И эта девочка уходила после молитвы. dalo si okuliare dole Она сняла очки a hovorila mame, и сказала маме, že ona nevidí dobre cez okuliare. она плохо видит в очках. A odvtedy chodí bez nich. И с того момента она ходит без очков. Jej sestra malá, 3-ročná, jej povedala, že ju uzdravil ujo Robert. Ее маленькая сестра, которая 3 года, сказала, что ее исцелил дядя Роберт. A ona jej povedala, že nie, že to urobil Boh. Но она ей ответила, нет, это сделал Бог. Otec ju doma skúšal, urobil jej tak, jak máte, keď idete ku očnému špecialistovi, tak jej napísal písmenka. Отец проверял ее зрение, как когда вы пойдете к окулисту, увидите его в кабинете эти буквы разного размера, он сделал ей такой же листок. A ona videla bez okuliarov všetko dobre. И она все видела хорошо без очков. A z okuliarmi nevidela nič. А в очках не видела ничего. A oni sú veľmi šťastní. И они были очень счастливы. Ja verím, že Boh počul túto modlitbu. И я верю, что Бог услышал их молитву. A ja verím, že Boh môže počuť a chce počuť naše И modlitby. я верю, что Бог может услышать и хочет услышать наши молитвы. A my máme byť ľuďmi modlitby. И мы должны быть людьми молитвы. Prihovárať sa za naše rodiny. Ходатайствовать за наши семьи, Za mesto. за наш город, Za Kazachstan. за нашу страну Казахстан. Ja verím, že Boh miluje túto krajinu. Я верю, что Бог любит эту страну. Že On chce, aby tu bolo lepšie. И Он хочет, чтобы здесь было лучше. Je to otázka na nás a na našu vieru. Вопрос к нам и к нашей вере. Veríme, že to Boh chce Мы верим в то, что Бог этого хочет. a budeme volať tú milosť požehnania pre túto krajinu. И когда мы будем приглашать эту милость, благословение для этой страны, Tak sa to tu bude meniť. вещи будут меняться, здесь A будет меняться ситуация. nebudeme počuť len my, že máme miesto v raji, И не будем слышать только мы, что у нас есть место в раю, ale bude to počuť mnoho ďalších ľudí. но это будут слышать многие люди. Pozývam vás do toho zápasu. Я приглашаю вас к этому бою. Je to boj, Это бой. kedy niečo môžeme aj utržiť, В каких-то ситуациях мы можем получить удар, ale Ježiš je ten víťaz. но Иисус тот, кто победил. On na kríži porazil hriech, Он smrť a diabla на кресте победил смерть и дьявола a otvoril nebo. и открыл для нас небо. A ja tam nechcem prísť sám. И я не хочу быть там один. Ja chcem, aby sme tam prišli všetci. Я хочу, чтобы мы пришли туда все. Jeho krv za to stála. Его кровь была ценой этого. A ja chcem aj teraz volať na Neho, И я хочу и сегодня взывать к Нему, aby som mohol prísť do raja. чтобы я мог прийти в рай. Nie sám. Не один. Skúsme teraz vo chvíľke ticha Попробуем сейчас в моменте тишины
povedať Ježišovi, сказать Иисусу, spomen si na mňa, вспомни меня, ale spomen si aj na ostatných z našej rodiny. но вспомни также и об остальных с моей семьи, Možno tých, ktorí nepoznajú Boha. тех, кто не знает Тебя. Povedzte mu o nich. Скажите Ему о них, Povedzte mu ich mena. скажите Ему их имена. Ježiš, spomen si na toho môjho priateľa. Иисус, вспомни на моего этого друга или на кого-то Skúsme mať еще. takú chvíľu a volajme. Давайте сейчас оставим такую минуту и будем приглашать, будем взывать к Богу. Ten odsudený Этот осужденный počul, že príde do raja. услышал, что придет в рай. Ježiš počul jeho modlitbu. Иисус услышал его молитву. Tu je ten istý Ježiš. Здесь тот самый Иисус. Počuje tvoje srdce. Он слышит твое сердце. Ďakujeme, Ježiš, že si nás počul. Спасибо, Иисус, за то, что Ты нас услышал. Ďakujeme, že nás vždy počuješ. Благодарим Тебя за то, что Ты нас слушаешь всегда. Pomôž nám, aby sme Ti viac verili. Помоги нам верить Тебе больше. Pomôž nám, aby sme Ti viac patrili. Помоги нам принадлежать Тебе больше. Pomôž nám, aby sme mohli šíriť Tvoje kráľovstvo. Помоги нам расширять Твое царство, Lebo Ty si Pán pánov a kráľ потому kráľov. что Ты Господь Господ и Царь царей.